Меня зовут Гульнара, я координатор штаба Татар Москвы. Вот у нас сегодня такой вечер, как раз-таки вечер посвящен нашему клубу медицинскому «Гиппократ». Мы стараемся каждый месяц собираться, всех вас познакомить, с вами познакомиться. Самая главная цель нашего клуба, чтобы мы друг другу помогали, мы были полезны друг другу, чтобы мы знали друг другу в лицо, да, и максимально помогали друг другу. Так как татар и башкир очень много в Москве, и все равно такая помощь, мне кажется, очень необходима для нас же, для вас. Значит, очень много новых людей, оказывается. Мне приходится снова представиться, даже как-то неловко, да? Ага, я доктор медицинских наук, профессор, академик РАИН, заслуженный врач Российской Федерации, в прошлом депутат Государственной Думы второго созыва, возглавляла делегацию штаб-квартиры НАТО, делегацию парламентскую России, выступлений с трибун парламентов целого ряда стран. Все это за плечами осталось. Сейчас я вернулась в свою профессию. Ну, попутно член Союза журналистов России, художественную литературу тоже пишу. И, как это не печально звучит, за плечами тоже 5 институтов. Просто одно образование дополняло другое. Значит, жизнь заставляла. Вот в итоге институт психологии закончила, я стала ректором института психологии, частного скромного института, но по 300 человек выпуска ежегодно было. Всем привет, меня зовут Лейсян, я студентка первого курса РНИМУ имени Пирогова, и сегодня я первый раз посетила штаб Татар. Мы сегодня на встрече клуба «Гиппократ», и мне безумно понравилось, куча эмоций. Я безумно рада, что есть такая возможность познакомиться с такими великими людьми в сфере медицины и не только. Спасибо большое за такую прекрасную возможность. Этот вот опыт работы накопленный, уже там 40 лет в системе последипломного образования, а поначалу это в медицинском институте и со студентами работала, а теперь в системе последипломного образования. У меня сейчас вот конкретные советы для начальных курсов, для старших курсов, для уже работающих врачей. Я вам очень коротко и сжато расскажу, что теперь творится в системе последипломного особенно образования. Оказывается, у китайцев есть такое проклятие: да чтоб ты жил в эпоху перемен. Мы с вами хронически живем в эпоху перемен, друзья. Но ничего, стоим на ногах, да? Вот, и так вот в системе образования сейчас такие перемены происходят, я вам кратенько суть их скажу. Сейчас идет переход на НМО, так называемое, непрерывное медицинское образование. Вы можете уже встретить аббревиатуру «Непрерывное профессиональное развитие», НПР, непрерывное профессиональное развитие, даже так это будет называться. Я понимаю, это более широкое понятие. В моем понимании врач – это должен быть эрудированный человек, не только непрерывное медицинское образование, вообще работа над собой, да? Вот, в этом плане я всегда вот привожу пример, что мне всегда отрадно слышать от своих коллег, преподавателей, профессоров других институтов, как только узнают, что я татарка, позвольте, тематика вечера татарская, поэтому я об этом говорю, да? Говорит: ой, вы знаете, татарские ребята, ну то есть студенты, врачи, очень старательные, обязательные, добропорядочные. Я, например, ощущаю комплекс полноценности, наоборот, потому что помимо русской литературы, русской культуры, так, я еще владею тюркской культурой, тюркскую литературу. Я владею литературным татарским языком, который мне очень помогал взаимоотношения тут же выстраивать с людьми многих других национальностей, понимаете? Поэтому вот такой вот должен быть у нас, наоборот, как говорю, комплекс полноценности. Меня зовут Камила, я врач-физиотерапевт. Меня интересует реабилитация. Сегодня я на мероприятии штаба Татар. Это клуб «Гиппократ». Здесь мы собираемся с врачами, со студентами-медиками, обсуждаем с коллегами насущные вопросы медицинского сообщества.
Вот, делимся полезными контактами, знаниями. У нас много старших коллег, которые помогают нам своим наставничеством. В том числе сегодня такой у нас замечательный вечер, где мы тоже познакомились со многими интересными людьми и узнали много полезной информации. Всем добрый вечер. Да, лучше я встану, хотя и вроде не низкий. Меня зовут Ильшат, со всеми очень приятно познакомиться. Я в Москве недавно, сравнительно месяцев 5-6, полгода, можно сказать. Вот, по специальности стоматолог, хирург. Вот, приехал сюда в Москву за развитием. Здесь хочу познакомиться со своими коллегами, завести знакомство. Вот, так что буду приятно со всеми познакомиться. Спасибо. Всем добрый вечер. Меня зовут Емиля. Я врач-гигиенист. Если нужна чистка, обращайтесь. Спасибо. Сразу прям. Мой номер красный, желтый, зеленый. Всем здравствуйте, я Лейсян, и я только учусь на первом курсе лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова. Всем добрый вечер, меня зовут Рузиля, я специалист по движению. Не медик, но более такое спортивное направление. То есть вы прыгаете? Я не прыгаю, я работаю с движением людей. А меня зовут Лейла, я вообще родом из Казахстана. Сюда меня пригласили из диаспоры с казахстанской друзья. Я очень рада быть в штабе татар. Татары родственный нам народ. Язык у нас практически один, и традиции схожие, и вообще симпатизирую. Очень рада быть в этой общине. Получаю, во-первых, такое душевное общение, так скажем. Во-вторых, профессиональное. Вот сегодня вечер, посвященный медикам. А я занимаюсь санаторно-курортным лечением организации, созданием спа-медотелей, медицинских центров, созданием, продвижением. И общаться здесь с медиками, обмениваться идеями, знакомствами – это ценно. Так что очень здорово, что вообще существует эта организация. Вы молодцы большие. Мой коллега создал проект ENC. Можно крутить дальше? Просто она пусть крутится фоном. Значит, мы хотим создать вообще такую экосистему, то есть сайт, на котором мы будем собирать информацию про то, как сохранять ментальное, физическое здоровье, да, вообще держать себя в нормальном уровне. У нас сейчас очень высокий спрос на постковидное восстановление, реально людей просто крышу рвет после всей этой ситуации, людям нужно восстанавливаться. А моя мечта создать проект, в котором мы будем помогать и рассказывать людям, как себя держать в балансе, так, физическом, ментальном. А далее там будут программы, которые мы же разрабатываем, и далее будет мобильное приложение, где люди будут подгружать там свои анализы и будут отслеживаться, да, их состояние. После лечения они между заездами могут получать обратную связь, консультации докторов, которые их ведут. Вот, это вот то, к чему, к примеру, я хочу прийти со своим проектом. Всем привет, меня зовут Гульнас, я учусь в РНИМУ имени Пирогова на первом курсе, педиатрический факультет. Сегодня я впервые посетила штаб татар, и мне здесь очень сильно понравилось. Я познакомилась с новыми людьми, которые не только из сферы медицины, но и из других.